рождается в народе. Еще хочу выразить благодарность послу Российской Федерации Михаилу Шургалину за то, что встреча состоялась, и она прошла в дружественной обстановке, где мы могли проговорить все моменты, которые нас беспокоили, не только нас, но и весь наш народ. А мы можем говорить от лица народа, потому что мы часто общаемся и знаем. Встречались мы буквально 2 часа, общались и нашли точки соприкосновения, и также мы поняли, в чем вообще, почти поняли, в чем проблема. Спасибо Шургалину за то, что он нам дал ориентир, он нам непроизвольно или произвольно, не знаю, как это сказать, но подсказал, откуда это все идет. Мы ему объяснили, что земля Апсны не продается, не отчуждается. И самое главное, что мы донесли до посла России в Абхазии, что настроение нашего народа совсем не такое, как он себе представлял. Наира Ановна начала этот разговор с Конституции, с тех базовых вопросов, которые сейчас волнуют наш народ. Я начала с того, что часто общаюсь с ветеранами, с народом, а это так оно и есть, и мнение ветеранов я могла сказать. Я сегодня могу с точностью сказать, что 80-90% ветеранов против продажи недвижимости и отчуждения. Я ему объяснила, что, в 2 словах, что и во время Великой Отечественной войны, и во время нашей войны, 92-93 годов, с нами наш народ отстаивал. Был на войне, вы знаете, что Великой Отечественной войны, наши абхазцы погибали. Здесь, когда у нас война была, рядом с нами, с ветеранами, бок о бок, у нас воевали и погибали наши российские братья. Они здесь захоронены, то есть вся земля, пропитанная кровью наших ребят, не продается. Так же, как и они тоже не продадут ни 1 сантиметра земли. Я поняла из всей встречи то, что договор подписан. Он открыто нам сказал, что подробнее потом Наира вам скажет. Он подробно сказал, и дал понять, и назвал, что президент, премьер-министр и Совет Безопасности, он с ними говорил, и они подписали документ и согласны с этим документом. Но по их словам народ просто обсуждает, но не против подписания этого договора. Мы ему донесли, что с народом надо общаться для того, чтобы знать, что знает народ. И вот мы от народа к вам пришли и сказали, что будут возмущения. Народ в основной своей массе против отчуждения. У нашего правительства, я тут ставлю то, что душа болит, у нашего правительства, нашего руководства есть более важные вопросы, которые для народа надо решить. Мы сегодня сохраняем эту землю, хотим сохранить, не продать, и чтим память погибших, они отдали свои жизни. Когда у нас есть энергетика, границы, а самое важное, и так далее, да? А самое важное для решения вопроса для руководства, это мы сохраняем, а для кого мы в будущем его сохраним. У нас молодежь сегодня и младшего, и старшего возраста тоже наркомания. Это то, что мы сегодня в первую очередь должны решить. Мы для чего сохраним эту землю, если наши ребята, принимая психотропные вещества, принимая наркотики, сегодня гибнут на дорогах и занимаются, губят себя. И потому я буду кратко. Давайте конкретно о встрече. И конкретно хочу встрече сказать, что он дал нам ориентир, он нам сказал, что я отменить соглашение не имею права и не смогу, но я доведу до Владимира Владимировича Путина и для руководства Российской Федерации мнение народа, большинства, и как бы все зависит от
решение парламента. Вот так он и сказал. Ваш парламент как решит, так и будет. Решение парламента должно исходить из из интересов народа. Потом каждый депутат, я думаю, может быть, это мое наставление, может, оно правильно или неправильно, сами судите, пусть поедет в свой избирательный округ, пусть встретится со своими избирателями, каждый из них, пусть поймет, что его избиратели хотят, только потом голосует за это соглашение. Я считаю, лично я и все, с кем я общалась, что это соглашение надо отозвать. Мы так ему и сказали. Мы сегодня пришли, чтобы вы отозвали это соглашение. Оно не должно быть ратифицировано, оно не должно быть камнем для того, чтобы народ взбунтовался. Оно так и будет. Мы передали ему настроение нашего народа. Он понял, он поблагодарил, и мы в дружественной такой вот атмосфере расстались. Я уверена, что он не знал всего этого, то, что до него донесли, и он это передаст. Но он задумался, и я думаю, что он мудрый человек, это посол Российской Федерации, мы должны его уважать, мы уважаем, и я думаю, что справедливость. Все, я думаю, на этом. Спасибо за внимание. Спасибо.